Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире вы смотрите программу «Задай вопрос министру». Вопросы, входящие в сферы деятельности оборонного ведомства страны и о преобразованиях в вооруженных силах Абхазии, о взаимодействии Минобороны Абхазии и России мы обсудим с нашим гостем в студии, министром обороны республики, генералом армии, героем Абхазии Мерабом Кишмария. Мераб Борисович Кишмария родился 3 августа 1961 года в Середжал Ачимтирского района. В 1984 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени маршала Конева. Офицерскую службу начал командиром роты 58-й мотострелковой дивизии Туркестанского военного округа. С июня 1987 по февраль 1989 года проходил службу в 40-й армии в составе ограниченного контингента советских войск Республики Афганистан, командиром роты и заместителем командира мотострелкового батальона. Впоследствии продолжил службу в 5-й гвардейской мотострелковой дивизии 40-й общевойсковой армии Туркестанского военного округа. В 1992-1993 годах начальник отдела охраны общественного порядка Управления внутренних дел Ачимчирского райисполкома Абхазской ССР. С началом боевых действий начальник штаба, затем командующий Восточным фронтом. В послевоенное время проходил службу в должностях заместителя министра обороны по боевой подготовке, военного комиссара республики. С 2005 года первый заместитель министра обороны Абхазии. С 26 июня 2007 года министр обороны Абхазии. В июле 2008 года окончил общевойсковую академию вооруженных сил Республики Абхазия. За мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества, в 1994 году Мерабу Кишмария присвоено звание Героя Абхазии. В 2009 году за успешное осуществление операции вооруженных сил Республики Абхазия по освобождению верхней части Кадурского ущелья от грузинских оккупационных войск Мераб Кишмария награжден орденом Леона. В том же 2009 году за выдающиеся заслуги в период Отечественной войны народа Абхазии Мераб Кишмария награжден орденом Акзапша первой степени. Награжден многочисленными орденами и медалями, в том числе орденами и медалями союзных государств. В 2014 году Мераб Кишмария баллотировался на пост президента Республики Абхазия. Женат, отец 4 сыновей и 2 дочерей, имеет 3 внуков. Здравствуйте, Мераб Борисович. Мы рады приветствовать вас в нашей студии. Добрый вечер, уважаемые зрители. Мераб Борисович, сразу же первый вопрос. В 2008 году Абхазию признала Россия, позже ее признали еще несколько государств. И вот с тех пор начинается модернизация вооруженных сил Республики Абхазия. Скажите, на каком этапе она сейчас, что уже сделано и что еще планируется сделать? В настоящее время практически заканчивается подготовка к подписанию соглашений по модернизации вооруженных сил Республики Абхазии. Мы готовы уже к этому документу. Подписание уже состоится, как мы уже обговаривали, с администрацией президента Республики Абхазия, секретарем Совета Безопасности. Приезжала делегация с Министерства обороны Российской Федерации во главе с генерал-полковником Строковым, которые были обсуждены эти вопросы. Так что в настоящее время мы уже готовы к подписанию этого соглашения. Все-таки как бы вы оценили уровень боевой подготовки, уровень вооружения на данный момент? Ну, уровень боевой подготовки, уровень вооружения, мы давайте сперва обсудим этот вопрос, который вот начали с того, что план соглашения, который будет по направлению. Это поэтапная унификация стандартов военного управления, материально-техническое обеспечение, которое будет подписывать денежное удовольствие, социальное гарантии военнослужащих, организация совместной подготовки вооруженных сил Республики Абхазии и вооруженных сил Российской Федерации, оснащение вооруженных сил Республики Абхазии современным вооружением, строительство и обустройство объектов инфраструктуры вооруженных сил Республики Абхазия. Это поэтапно то, что будет делаться. Модернизация вооруженных сил Республики Абхазия будет осуществляться в 2 этапа. Первый этап – это подготовка нормативной правовой базы по созданию объединенной группировки войск и создание той вооруженных сил, которые будут осуществляться на основании этих соглашений, которые будут подписаны на днях.
Я думаю, что после этого подписания, которое будет, если будет выполняться, вооруженные силы Республики Абхазия будут на таком высоком уровне, мобильные, оснащенные современным вооружением, которое готово будет выполнять совместно с войсками Российской Федерации, которые базируются на территории Абхазии. Выполнить любую боевую задачу в случае агрессии со стороны Грузии или с других государств, которые... Вы сказали о том, что в соглашении входят инфраструктурные проекты. Могли бы об этом рассказать? Что именно подразумевается? Ну, инфраструктурные объекты – это строительство, то, что будет происходить, строительство военных городков, которые планируются. Это огромные средства, которые будут выделяться российской стороной. То есть по аналогии с теми городками, которые сейчас российские здесь существуют на территории Абхазии? Знаете, как по аналогии будет или по-другому, жизнь идет. Сегодня 7-я военная база как бы уже построена, как бы, но каждый день улучшение к тому-то, и по другому вопросу возвращаемся. Есть такие объекты, которые мы не можем, это говорить, там не то, что построил казармы и там заселил людей, есть система связи и другие, которые будут компьютерные и другие вопросы, которые будут связаны с этим построением. И, конечно, это не однодневно. Это два этапа, почему мы говорим. Это будет планироваться 2015-2016 год, который первый этап, это формирование правового, там, то, что мы говорили. И второй этап уже оснащение вооружением, средствами, другими вопросами, финансами. Ну, много вопросов, которые, конечно, придется поэтому поработать. Я думаю, что у нас это получится. Спасибо. Я бы хотела задать вопрос о том, какие боевые учения проходили, как они планируются и как часто, насколько часто учения штабные, боевые, полевые, как в военном ведомстве они называются, и какое уделяется им внимание? По утверждению плана, разработанным министром обороны и генеральным штабом, утвержденным главнокомандующим вооруженных сил, у нас проходят учения. У нас два этапа обучения. Зимний период обучения, летний период обучения. Каждый период обучения проходит учение. Это тактические учения, мобилизационные и другие, которые учения будут проходить согласно плану боевой подготовки, утвержденным главнокомандующим, еще раз. Так что мы все-таки проходим учения и боевой подготовкой и занимаемся. А как бы вне плановые полевые выходы, внезапные поднятие войск, это тоже мы проводим. Так что у нас насчет этого, у нас есть кадры, офицеры, которые руководят этим учением и оказывают всемирную такую помощь, будем так говорить, со стороны резервистов, которые сегодня находятся в запасе, которые непосредственно участвуют в этих учениях. Скажите, когда в последний раз проходили эти вот учения и как вы их оцениваете, последние? Ну, последний раз в течение... Вот, будем так говорить, 3 месяцев, которые прошли, мы уже провели 2 учения, так что полевой выход. Так что у нас в этом направлении идет все по плану. По плану, еще раз говорю, утвержденным главнокомандующим вооруженных сил. Спасибо. Вот хотелось бы обратиться к проблеме кадров, к проблеме выпускников военных вузов. Скажите, пожалуйста, сколько выпускников военных вузов сегодня работает в вооруженных силах Абхазии? Устраивает ли это количество или, наоборот, их слишком много? И какого уровня специалисты приходят оттуда? Ну, истоками подготовки военных кадров, это у нас Российская Федерация. С 2010 года мы подписали в 2010 году подготовку военных кадров в российских вузах. С того дня у нас пополнение идет офицерских кадров, которые действительно на высоком уровне подготовки. Мы довольны то, что они проходят обучение в Российской Федерации. Сегодня за это время уже прошли обучение 70 человек, около 70 человек, которые находятся в строю или в других силовых структурах, которые они потребовали. Обучаются около 170 человек. 170 человек, это достаточно, на ваш взгляд? Ну, знаете, вот достаточно так, вот сейчас это сказал, что взять и всех их 170 человек, это сегодня те, которые обучаются, это не выпускается сразу, это срок обучения 5-4 года, который будет выпущен, это по окончании. Достаточно то, что каждый год поступление идет. Поступают молодые люди, которые обучаются в российских вузах. Я думаю, что в течение 3 лет, как планируется вот, по плану модернизации вооруженных сил со стороны Российской Федерации, оказывают помощь, я думаю, что достаточно будет. Вы довольны уровнем их подготовки? Я доволен уровнем подготовки этих офицеров.
потому что это кадры офицеры, которые прошли обучение в российских вузах. И кроме этого у нас есть Сухумское высшее общевойсковое командучилище, которое действительно сегодня готовит специалистов, я бы не сказал бы, не хуже российских вузов, но у нас есть некоторые недостатки, которые, конечно, будут устранены в связи с мобилизацией. Мы планируем, что училище будет. Но, будем так говорить, сейчас обучение в российских вузах и обеспечение, и наше обеспечение очень большая разница. Так что, духоватость и других отношений это не имеет. Важен дух. Ну, конечно. Спасибо. На каком уровне находится социальное обеспечение военнослужащих, начиная от зарплаты, заканчивая обеспечением жильем? Что вы можете об этом сказать? Ну, знаете, сейчас сказать, что мы получаем миллионы, или военнослужащие получают миллионы, это вранье. Младший офицерский состав получает около 15 тысяч рублей, старший офицерский состав получает 21-25 тысяч. Но, знаете, социальные гарантии, то, что это гарантия, это после увольнения, то, что оплачиваются пенсии, другие вопросы, которые предусмотрены законом. Но сказать, что там всеми льготами не пользуются, но обеспечением жильем у нас практически нет, хотя по закону оно полагается. Потому что у нас строительство для офицеров, она волен запас, то есть, который сегодня проходит службу, практически нет. То есть такого нет? Нет такого, да, такого нет. Но я думаю, что на будущее, когда будем строить городки, строятся, там включены строительство этих квартир. Но опять же, это пока служит, а потом мы должны обеспечить их. Но я думаю, что со временем этот вопрос решится. А какие-нибудь льготы вообще остались у военнослужащих? Именно в каком направлении? Ну, в социальном каком-то направлении. Ну, бесплатный проезд на общественный транспорт. И все. Так точно. И что? Понятно. Тогда вот в связи с этим еще в связи с этим еще один вопрос от телезрителя. Вот мы получили такой, я попытаюсь вам его зачитать, потому что немножко он был сумбурный. Вопрос о дальнейших действиях руководства Минобороны по отношению к офицерам, переведенным из военной службы на гражданскую, после того, как они закончили военные вузы и какое-то время проработали в качестве военных сотрудников. Волнует проблема карьерного роста по военной линии, выслуга лет и прочее. Видимо, имеется в виду, что потеря каких-то льгот, возможно, их это расстраивает. Как вот вы думаете? Если человек закончил военное учебное заведение, он обязательно будет служить или будет находиться в резерве, который будет востребован в любом случае, рано или поздно. А какие-то льготы, чтобы не прослужив ни одного дня после окончания военного учебного заведения, это не полагается. Ну, по закону не положено. Но то, что они находятся в резерве, все это, чтобы знали. Потому что действительно так завтра придет, когда их призовут. Потому что они принимали присягу. Во-первых, при поступлении в военное учебное российское заведение, это считается военнослужащими абхазской армии. Они идут туда учиться, как военнослужащие абхазской, потому что они проходят здесь курс молодого бойца, здесь принимают военную присягу, после этого поступают в военное учебное заведение. Так что при завершении каких-то карьер там это исключается. Есть срок службы, который определен военнослужащим офицерского состава. Пока этот срок не закончится, там можно уволиться по состоянию здоровья или как бы по каким-то этим вопросам, или по реформированию штатных структур, а так, чтобы, если так вот вопросы этот ставят, вы знаете, это... Я думаю, не удовлетворены вашим ответом, потому что он совершенно определенный, совершенно конкретно. Спасибо. О призыве на военную службу. Скажите, как обычно все это проходит? Довольны ли вы тем, как это происходит? Знаете, вот сказать, что мы довольны или я доволен по призыву, это вранье. Сегодня у нас нет таких вот, кроме Сухум и Гурибского района, города Сухум, Гурибского района, нет призыва, как бы, вот, как будем говорить, по закону, как бы призывались, как положено, с 14 лет, как бы на учет брали бы, как бы проходили все процедуры до... Ну, вы знаете, вот сегодня республиканская комиссия занимается теми вопросами, которые должны были заниматься районными, потому что нет условий, нет зданий, нет других вопросов, много вопросов, которые, это, знаете, это все, опять же, зависит от денежных средств, которые вот нуждаются сегодня, не то, что вооруженные силы, но и государство. Я думаю, что этот вопрос мы поднимали перед президентом, перед кабинетом министров. Этот вопрос ожидается, что решится. Тем более, когда будет мобилизация, мы его включили туда. Сегодня начальник генерального штаба Республики Абхазия, генерал Хрулев, находится в Российской Федерации, который поднимал и этот вопрос по обеспечению по этих
будем так говорить, зданий, военкоматов и других вопросов, чтобы обеспечить этим всеми, чтобы, знаете, вот, по строительству таких зданий, которые позволил бы качественно призвать гражданина Республики Абхазия в вооруженные силы Республики Абхазия. Мы это призываем не только Министерство обороны, а по всем вооруженным силам, это все силовые структуры Республики Абхазия. Я думаю, этот вопрос решится. Но другой вопрос, что всячески некоторые призывники стараются уклониться от призыва. Будем называть так зайчики, которые сидят сегодня при правительстве, здоровые, хотя они прошли военную службу. В администрации президента так будут говорить. Сидят некоторые лбы, которые не прошли военную службу. Конечно, смотря на это, а что ему служить? Если этот человек мог достичь туда попасть, а что бы ему не попасть? Я не говорю, я не могу о всех министерствах. Вот есть Министерство иностранных дел, которые действительно там служат ребята, вот служат или работают в Министерстве иностранных дел, которые действительно в каждом учении или в каждом сборах они участвуют. Хотя некоторые из них, процентов 30, будем говорить, негодны к военной службе. Ну, служба, по-моему, приравнена к военной, насколько я знаю. Где Министерство иностранных дел, не, она не приравнивается. Но факт то, что процентов 30 негодны по состоянию здоровья, но остальные, которые просто 1-2 человека, и то, знаете, с таким этим, что практически таких специалистов нет, и сегодня держат их как-то. Но сегодня-завтра они встанут в строй, имеют такое желание, вот смотрите. А вот некоторые такие зайчики, знаете, так сидят упорно, еще такие указания дают, и еще, знаете, обсуждают соглашение, подписать или не подписать, хотя с какой стороны автомату подойти, он не знает. Знаете, это, такие тоже есть. Но, опять же, чтобы поднять имидж армии, чтобы призывник шел смело на службу, он должен какой-то интерес иметь. Иметь интерес, что действительно, прослужив в армии, он имеет какие-то льготы. В дальнейшем продолжение, стабильность. Да. Но если будет видеть, как кто-то становится директором какой-то гостиницы, директором государства, имеется в виду, или управление, где-то сидит, а что ему идти служить? Вот что воздействовать получится. Невозможно, пока вот система военкоматов наша не может воздействовать на молодых людей, которые... Знаете, сюда, вот, что бы я хотел сказать, военкоматы не занимаются, они занимаются правильным оформлением документов и отправкой их. Это занимается главой администрации, который назначен кабинет. Да, вот об этом да, главой администрации заниматься призывом. Они должны учет вести, они должны приводить, они должны главой администрации назначается, в состав которой входит зам военкома, то есть военком, зам председателем этой комиссии по призыву. Так что военкоматы не могут. Во-первых, знаете, берут на службу куда-то в администрацию, или куда бы ни было, или какие-то министерства, или в организации. Там не спрашивают, некоторые вообще не спрашивают, служил, не служил. Вот в последнее время, вот я слышу, там вот, ставится вопрос, который вот действительно задается, ты служил или не служил, и по какой причине. Есть такие тоже изменения в лучшую сторону. Но в основном, знаете, вот получается. Ну, считают он, если он в России закончил высшее какое-то образование, имеет, закончил такую, знаете, как МГИМО, там, экономику, другой, он себя считает как бы выше всех. А так не бывает. У нас есть такие... служат сегодня, проходят службы такие ребята, солдаты. Я благодарен, что они еще служат. В каких условиях еще служат. Сегодня надо посмотреть их, наши казарменные фонды, которые вот в каком состоянии находятся. Вот эти вот, будем так говорить, зайчикам надо бы, занимая должности, пройтись по казармам и по объектам военным, и посмотреть, в каких условиях. Потом говорит, подписывать соглашение или не подписывать. Или кто так возмущается в этом направлении. Много вопросов, знаете, вот по призыву. Это долго можно говорить, но результат должен быть. Я думаю, что мы будем меры примем. Мы сегодня, честно говоря, вот призыв закончили за 2015 около 100 человек, которые уклоняются от службы. Которых вы зафиксировали, да? Зафиксировали, да, подали документы в органы внутренних дел. Но милиция и так, знаете, сколько этих, ловить вот этих зайчиков, это, знаете, это столько, это выделяя бензин, выделяя наряды, и приводя их еще должно быть доказательно, потому что человек, уклоняющийся, считается тот, который получил 3 повестки в руки и расписался. А где, если ни разу мы его не поймали ни разу, он выезжает или где-то прячется. Понятно. Ну, столько вопросов, знаете, это одним днем не решится, но я думаю, что я не в обиду сказано, знаете, что я еще раз говорю, обращаюсь к телезрителям, если я говорю зайчик, это есть зайчик. Пускай не обижается никто.
все мы что-то заканчиваем, все мы это, но мы служим Родине, мы солдаты своей Родины. И каждый гражданин Абхазии, в каких бы должностях находился, он солдат своей Родины. И знаете, вот такое вот положение последнего времени вижу я, даже девочки просятся на службу. Девочки поступают в высшее военное учебное заведение Российской Федерации. Что они хуже некоторых вот этих вот закончивших, где-то и сегодня придя, занимая должность, и будут как-то, знаете, надо, знаешь, есть, я насколько не помню, как звали этого артиста турецкого, который уклонился от службы, и до сих пор турецкие власти его как дезертира считают. А почему у нас это? Да, у нас до этого еще, видимо, много времени пройдет. Не дойдет. Время-то не надо, это надо смело принять какое-то решение, которое должно выполнить. Ну, я считаю, что в любом случае, дай Бог, он пускай будет образован, пускай он помощником походит, послужит, а время министром стать или кем-то выше, это придет время. Спасибо, Мира Борисович, за ответ. И следующий вопрос. Как вы оцениваете ситуацию с резервом? Офицерами в запасе, с резервом, и как идет работа по учету и подготовке резервистов? Проводится она? На сегодняшний день учет ведется, да. Несомненно, военкоматами Республики Абхазия в управлении Министерства обороны ведется учет. Генеральный штаб занимается этим. У нас вот действительно то количество, которое имеется в резервисты, это люди, которые прошли в основном огонь и воду, будем говорить, 92-93 год. И те лица, которые прошли военную службу после этого. Они их ставят на учет, и формируются бригады или батальоны, другие подразделения, которые по сигналу выдвигаются. Ну, это вопросы выполнения. С резервом у нас проблем нет. Есть проблема оснащения их, которые вот будут. Мы ставили вопрос перед Российской Федерацией включить это. И этот вопрос действительно они включили. Я думаю, что после подписания оно будет то же самое. Физическая подготовка их нормальная? Ну, сейчас сказать, что резервисты, конечно, тем более абхазцев, им это как бы это после... Ну, смелости у них хватает, честно говоря. Дай им правильное направление. Нам самое главное командиров подготовить, таких вот, которые правильно будут решения принимать, как бы. А так физическая подготовка, это, знаете, ну, конечно, со временем возраст это дает свое, но вот я насколько встречаю, ну, есть, которые уже в силе состояния здоровья, мы их как бы не ставим и не включаем в списки при формировании. А если, я бы сказал, там лет по 60, но не такие, как бы это, его даже не возьмешь, он обидится. Не то, что некоторые, которые прячутся там за очи. Спасибо. Следующий вопрос касается людей, которые родились там или выросли в Галском районе и умудрились пройти службу в вооруженных силах Республики Абхазия. Как вы к этому относитесь и что вы думаете о том, что можно ли получить гражданство вот этим людям, которые прошли службу в вооруженных силах Республики Абхазия? Абхазское гражданство имеете? Нет, как прошли военную службу? Вы кого имеете в виду? Те, которые до принятия каких-то этих решений, что ли, как? Кто прошел службу? Да, были такие случаи, когда жители Гальского района, там по национальности они грузины, проходили службу в рядах вооруженных сил Республики Абхазия. Давайте, я понял, о чем вы говорите. Давайте мы сперва начнем с того, что не граждане Республики Абхазия не призывались нами. Это когда Гальского района, когда выяснялось, что у него второе гражданство имеется, мы автоматически его как бы увольнялись. Но этот вопрос, знаете, давайте мы так будем говорить. Граждане, не граждане Республики Абхазия, все должны какую-то пользу приносить республике. Если он проживает в Республике Абхазия, я так считаю. Мингрелец, он китаец или кто бы ни был, если он проживает здесь, он должен служить пользу какую-то. Так если он не может служить в боевых частях, есть строительные отряды, которые надо создавать и пускай служат, топает, как все. А не это. Мы не призываем сюда нашу армию. Они так с удовольствием служат в грузинской армии. И, знаете, там и техника, и оснащение, вооружение более как бы на высоком уровне. Мы готовим внутри у себя банды, которые подготовлены по сигналу, так будем говорить, по сигналу, которые в Гальском районе могут включиться в резерв грузинской армии. Мы это тоже должны учесть. Они там и проходят армию, они там и обучаются. Почему и так это? Это уже политика, знаете. Я думаю, что меры будут приняты по этому направлению. Вопрос времени. Сейчас будет, когда вид на жительство этот вопрос решится, видимо, и решится этот вопрос тоже служба в армии. Не обязательно там автомат держит, лопату можно и поддержать.
А то, оказывается, можно, знаете, санаторий строить здесь у нас в Абхазии где-то и петь песни Джансуля, и как бы у абхазцев работать, а служит, оказывается, он с лопатой служит родине, нет, что не обязательно там частник Азербайджан даст срок службы по строительству, а что тут? То есть служба в армии не является причиной для получения гражданства Абхазии? Не, ну знаете, вот служба в армии или что, или что, причина как? Вот причина того, что вот служба в армии, знаете, мы их, от того, что мы не призвали их, это что? Что это? От этого что-то изменилось. Они от радости там и припеваючи живут. И я вам еще раз говорю, их призывают в грузинскую армию. И возвращаются они к себе на родину. Имеется в виду в Абхазию. То же самое, вот, те, которые обучаются в высших учебных заведениях Тбилиси, они тоже проживают, они граждане, то же самое хотят образования, то же самое хотят служить. Потому что если он не прослужит, так они-то летом приезжают сюда, в Абхазию, а на самом деле в другое время они-то работают где-то в Тбилиси или где-то в других, на Украине, например, а живут в Галле. Как это вопрос решить? Как это вопрос, понимаете, изъятие паспортов решили одним днем, а вот решить, как их дальнейшая судьба, что-то никто не это. Потом, знаете, что вот это вот призыв с призывом, после того, как это решение было принято, учет и контроль за ними практически нет. Если раньше в военкоматы ходили, призывали, контролировали, кто есть, кто знали, а сегодня, если ты пойдешь туда, они так жаловаться будут, мы пойдем туда, потому что вы незаконны. Вот что получается. Да, это проблема. Ну, проблема. Перейдем к следующему вопросу. Как вы объясните нашим телезрителям и вообще всем, кто не знает, суть понятия общее оборонное пространство или общий контур безопасности, который вот встречается в соглашениях, в документах российско-абхазских? Как можно их расшифровать? Ну, знаете, когда вот говорят общее оборонное пространство, это общее оборонное пространство, это, знаете, вот совместная подготовка вооруженных сил Республики Абхазия и Российской Федерации. Раз, первый. Это, знаете, в случае агрессии со стороны Грузии и других государств недружественных, мы должны совместно вот как бы противостоять агрессору, правильно? И вот это что означает общее пространство, оборонное пространство. А контуром оборонного пространства это является, вы знаете, подготовка вооруженных сил Республики Абхазия, вооруженных сил взаимодействия. Мы, знаете, если мы не будем общее пространство иметь, как рак и щука, будем в разные стороны. А когда мы будем готовы вместе, где-то взаимодействие будет отработать, в случае чего мы всегда станем вместе, и вместе, тем более Российская Федерация, такая мощная государство, которое имеет по вооружению и технике, я не стал бы это сейчас. Я поняла ваш ответ, спасибо. И следующий вопрос, сохранится ли в таком случае, вот если будет общее такое пространство военное, сохранится ли в таком виде, в каком она есть, вооруженные силы Абхазии, армия абхазская? Нет, в таком виде она как есть, она и не будет, она будет лучше, чтобы знали некоторые, которые поют песни, которые не служили и начинают судить об армии. Знаете, вот сидя где-то обсуждают об армии, говорят, вот у нас армии не будет, у нас все будет. У нас будет, знаете, та армия, которая будет соответствовать требованиям по всем направлениям, чтобы для обеспечения безопасности республики. Так что в военной области у нас лучше почему будет? Я после подписания соглашения, те вопросы, которые подняты по этим пунктам, если будет реализовано, у нас проблем не будет. У нас будет лучшая армия. У нас будет и абхазская, и была, и будет, они останутся. Не нами было создана эта армия, не нами это аннулировать. Так что народ это прекрасно понимает. А те, которые не хотят служить или не хотят на чужом, это, как говорится, далеко в рай пойти, они, конечно, мечтают, чтобы армии тоже не стало. Как бы, смотря на это, свистя на берегу сидя, смотря, чтобы кто-то их защищал. Нет, ну речь идет как раз о том, что якобы это подрывает независимость, подрывает обороноспособность и, как бы так сказать, суверенитет абхазской армии. Вот не, ну вот все, что я вот перечислял до этого по подписанию соглашения, это идет по созданию вооруженных сил, современную армию для создания. Это если будет современная техника, если будут короткие военные современные, если будут другие. Если, ну, я сейчас не все хочу там говорить. Вопрос, видимо, подчинения, я так думаю. Не, ну вопрос подчинения, как понять? Знаете, что мы все хотим абхазцы руководителям каких-то, знаете, вот так нажать. Вот президентом все хотим, министром все хотим и другим это. А на самом деле один портфель, одна то это. Давайте так будем говорить. Подчинение кого мы будем? Абхазская армия будет подчиняться главнокомандующему своему вооруженным силам.
А Российская Федерация, российская вооруженная сила будет подчиняться своему верховному главнокомандующему. Если какие-то будут приниматься решения по отражению врага или там агрессора или других вопросов, когда они совместно решают, принимают решения, и мы вступаем как бы в бой, или будем так говорить, вот, совместно будем действовать. А кто будет руководить, это решает верховный главнокомандующий и главнокомандующий. Конечно, там вопрос стоит об объединенной группировке, где будет старший из Российской Федерации. Но давайте будем рассуждать. Знаете, что вот, как понять сейчас? Вот, мы никогда не сможем иметь такие ракеты, которые как бы, не будем сейчас называть, и мы, абхазцы, не можем иметь доступ к таким ракетам, чтобы дать команду, чтобы это. А Российская Федерация, вы знаете, имеет возможности другие. Когда мы говорим, мы все можем, мы должны знать, что мы имеем и чем мы можем. При смене политической конъюнктуры, что будет происходить, вот это боятся? Именно какой конъюнктуры? Ну, допустим, Путин уйдет из Кремля. Путин еще долго будет, пускай некоторые не мечтают. Путин мужик, который действительно, я уже говорил и при выборах. Путин это надолго. Если он сменится, российский народ и выберет это, я не думаю, что, знаете, такой придет, чтобы развалить все это, забрать все это. Но то, что имеется, мы будем получать, никто же не будет. Я, знаете, одно знаю, если абхазцу ты один раз дал, ты у него не отнимешь. Он тебя еще должником сделает, так что никто ничего не заберет. Такие, как Путин, еще будут долго в России находиться. Я думаю, что где-то боятся, где-то что-то. У нас проблем другие должны быть, а не интересоваться, там, Путин сменится или сменится. Это и есть российский народ, который решит. Российский народ столько прошли, я не думаю, что... Спасибо, мы поняли вашу точку зрения. Спасибо большое. И следующий вопрос. Не могли бы вы прокомментировать текущую ситуацию с санаториями ПВО и МВО? Что сейчас там происходит? Имеет ли военное министерство к этому какое-то отношение теперь? Абхазское, имею в виду. Министерство обороны Республики Абхазия не имеет пока отношения к этим объектам. У нас вот санаторий МВО, это, как бы называется, санаторий Сухум. А санаторий бывшего ПВО Сухумский называется. А ВДВ Гудаутский называется. На днях должна приехать комиссия с Министерства обороны. Буквально сегодня звонили по этому вопросу, что приезжают, рассматривают вопросы по этим объектам. Но я думаю, что и президент при выступлении в Совете Безопасности сказал, что объекты это должны быть, как и есть российские, вот как они находились, так и находятся, пока нету такого решения. И Россия должна как бы это... Вот. Я думаю, что, знаете, вот, в любом случае, в таком виде, как сегодня есть, оно, наверное, должно. Я понимаю, о чем беспокоятся люди, потому что там были рабочие места сегодня. Насколько я знаю, если по плану то, что планируется, вот, приезд и рассматривать этот вопрос, и как президент республики сказал, и планируется кабинетом министров, вопрос, когда поднимали, я думаю, что вопрос будет решен. Эти объекты так не... А то, что они временно передали в аренду, ничего такого. Чем будут стоять, лучше пускай люди деньги зарабатывают. Но после того, как подпишут с россияне, с абхазской стороны, я думаю, что там будет уже долго. Ну, дай Бог, чтобы получилось. Но я думаю, что получится. Спасибо. Я хотела поинтересоваться. Вот недавно было собрание с командирами военного времени, которые говорили о том, что нужно как бы разделить статус участников войны. И был вопрос о наградах, о справедливых наградах и несправедливых наградах. Вот скажите, как было принято соглашение, что да, этим будет заниматься комиссия, и как вы думаете, как это можно вообще реализовать сейчас, вот по прошествии такого большого количества времени? Давайте начнем справедливой награды или несправедливой. Это судить не мне, не вам, это судить тем командирам, которые представят. Знаете, может, да, ну я понял, о чем вы говорите. Это, знаете, вот сидя возле камина и рассуждать, заслуживать или не заслуживать. Вот я как командующий фронта, я не мог наблюдать за кожей. Я мог знать ярых таких дезертиров, которые убегали на вертолете, да, это. А кто чем занимался, вот каждого солдата я не мог им бойца. Есть командиры взвода, роты, которые оценивают, достойно или недостойно. Мы должны в первую очередь выслушать их. А как оно делается, я вам скажу, до этого как делалось и как делается. Создана комиссия,
состав комиссии, который входит первый заместитель министра обороны и другие лица, которые прошли войну. До этого представляют командиры подразделений за подпись в его заслугах. Потом это проходит через комиссию Министерства обороны, потом представляется президентом, как раньше было. А сегодня занимается вице-президент Габни. Есть такой, вы прекрасно знаете, он собирал по этому вопросу. Да, ставил, есть много несправедливости в отношении задержек. Но почему бывшие президенты не подписывали это, я сейчас не могу судить. Это президент есть, президент бывший, никто бы не был. Президент был, он в историю вошел. Каким бы. А выбор народа вы прекрасно. А вот сегодня Рауль Джунгович, президент, дал нам команду подготовить, привести документы, которые находятся там или в министерстве, где бы ни находились, на подписание. За этого назначен вице-президент Виталий Кабни, который делает заключение и представляет президенту, и который будет подписываться. А там, знаете, вот справедливо, несправедливо. Я еще раз говорю, все зависит от тех командиров, которые его представляют. Вот те командиры, которые действительно его знают. Вот я, например, знать не могу, вот где-то вот в каком-то батальоне, по крайней мере, боец как себя повел, как командующий фронт. Я не могу сказать, что он так, и это не так. Давайте не будем судить. А другое, что-то вы просили, спрашивали. Нет, ну как Министерство обороны может помочь реализовать, допустим, вот эти разбирательства, может быть? У нас нет разбирательств. У нас есть комиссия, которая определяет, заслуживает он это награды. Когда командиры представляют, они пишут, был в позиции там, нес службу и представлен герой Абхазии. Так не бывает. Есть статус, где определяется, кто должен награждаться, где. Вот для чего эта комиссия. А так он, знаете, вот такие вопросы. Я думаю, что вопрос уладится, потому что сегодня много, к сожалению, бойцов, которые не награждены. Мы говорим о тех бойцов, которые наградили, кто-то их знает, помнит. А есть те командиры, действительно погибли, их нет в живых. Это касается направления Коммунистического фронта. К сожалению, когда были живы, некоторые командиры не умудрялись как бы влево-право как-то наградить кого-то. А как не стало там Камса, Тарба, других командиров, эти уже массово пошли, такие хлопчики дошли, которые стали всеми героями. Почему-то, знаете, как и так не бывает. Раз наградил, награжден один раз, второй раз подождет. Слава Богу, не было такого, чтобы кого-то обидели в каком-то ситуации. А другой вопрос, знаете, вот особо волновал этот вопрос те, которые погибли при исполнении после войны. Да, после 2003 года. Да, 93 года. После 30 сентября до 2008 года. Те, которые погибли, они, как знаете, при исполнении. Ну, они как-то, знаете, вот при пенсионном этом все как-то получается, что меньше. А что он не защищал Родину, а что он не стоял против диверсантов, а что он это, конечно, вот этот вопрос, мы подняли этот вопрос, и вице-президент в этом направлении нас поддержал, кстати. И он сказал, что я президенту доложу, и примем меры, поэтому приравнят с 93 по 2008, но до признания. Потому что у нас были боевые действия, вы прекрасно знаете, после войны и в 94-м, и в 96-м, и в 98-м, и в 2001-м, и в 2008-м, когда люди погибли. Когда погибли, получили ранения, так что они должны быть приравнены, я так считаю. И это справедливо. Спасибо, мы поняли. Мираб Борисович, ваш принцип как человека и как гражданина, как бы вы сформулировали бы? Мой принцип по какому направлению? По жизни. Ну, по жизни, знаете, меньше болтать. Я не оратор. Вот, честно говоря, я не люблю сказки рассказывать. Сказки это рассказывают тем детям, которые еще нет. Надо говорить то, что есть, а как есть, и не бояться. И не говорить, что у нас все хорошо, у нас не все хорошо. И я знаю, сегодня вопрос стоит о подписании, когда ставится вопрос о подписании соглашения, чуть ли не это. Никто ничего не сдаст, никто ничего не... Я лично не был дезертиром и не был предателем по жизни. Я не люблю болтунов и ораторов, которые красиво говорят, так красиво, что все поднимается, все за один день может все сделать. Да ничего нет. Надо трудиться, надо работать, служить своей. Россия является, это наш гарант безопасности, сосед, близкий, который первым признал Абхазию. Так что мы никому ничего не это делаем. Не то, что сейчас, когда, находясь на блокаде, находясь командующим фронтом, я тогда не сдал. И не сдался, хотя в окружении находился. У меня не было некуда было идти. У меня был один путь,
или застрелиться, или довести дело до конца. Слава Богу, до этого. Спасибо, Мераб Борисович. Спасибо, что вы приняли участие в нашей передаче. Мы очень рады были вас здесь видеть. До свидания. Всего доброго. Спасибо вам тоже самое. Желаю удачи. Я думаю, что подписание соглашения состоится, и все будет нормально в этом направлении. Спасибо. Уважаемые телезрители, в нашей передаче принимал участие министр обороны Республики Абхазия, генерал армии, герой Абхазии Мераб Кешмария. В следующую пятницу, 18 сентября, гостем нашей студии будет вице-премьер правительства республики Дмитрий Сериков. Присылайте ему свои вопросы по электронной почте вопрос.министру@gmail.com. Также вы можете задать ему свой видеовопрос. Запись будет проходить на Сухумской набережной у Колоннады в четверг, 17 сентября с 5 до 6 часов вечера. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.